Пошли времена колониального захвата британцами, французами, итальянцами, немцами мусульманских земель. Одну вещь уточню. Как писали британцы, когда они в 1700-х годах вошли в Кабул, они описывали Кабул как рай на земле. Когда нам говорят, что они заходят на земли мусульман и приносят добро, милость, свободу, знание, красоту, они нагло врут. Они из Кабула превратили ад на земле. Тогда же. Просто элементарная зависть крестоносцев западного мира к мусульманской цивилизации. Что случилось, то случилось. Но мы должны знать историю. Почему я затронул колониальные войны? Колониальные войны были очень жестоки. Мусульмане из-за того, что оставили шариат, отошли от Корана и Сунны, Всевышний Аллах оставил их. Пришли кто? Англичане, французы и немцы, итальянцы. Так вот, во время колониальных войн можно выделить несколько личностей, которые воевали за свободу и за свою религию. Это Алжир, север Африки. Там проходила война между Французской империей и мусульманами, алжирцами во главе с Абдул-Кадиром Джазаири. Абдул-Кадир Джазаири, шейх тарикат. 18 лет он воевал против французской колониальной империи. 18 лет. Говорят, что его воины, что их воинов практически не видели ни в седле. Постоянно воевали они. Тоже шейх тарикат. Это тоже его мюриды. Дойдем дальше. Итальянцы во главе с Муссолини решили своим фашистской властью пойти по Ливии. Сопротивление было оказано Умаром аль-Мухтаром. Умар аль-Мухтар, муаллим, шейх тариката, сануситского тариката, шейх. Его воины, мюриды. В 20 лет воевал против фашистского режима Муссолини. И из его жизни скажу одну вещь, чтобы мы поняли, какие это люди. Итальянцы очень жестоко обращались с ливийцами. Насиловали, убивали, пленных пытали. И в одно время получилось так, что Амар аль-Мухтар совершил один рейд, захватил несколько офицеров итальянских. И, конечно же, ливийцы, зная, как поступают итальянцы с ними, захотели также расправиться с итальянцами. Амар аль-Мухтар их остановил. На вопрос: они же убивают, пытают, насилуют наших. Почему мы не можем сделать то же самое в отношении них? Амар аль-Мухтар сказал знаменитые слова. Они не наши учителя. Подумайте над этими словами. Они нам никто. Они те, кто пришли с зульмом, несправедливостью, жестокостью. Они не наши учителя. Наш учитель, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. Наши учителя Абу Бакр, Умар, Усман, Али. Вот люди, которые даже в момент величайших кризисов, трагедий, уничтожения наций во главе всегда ставили ислам, шариат, во главе всегда ставили Коран и Сунну Всевышнего Аллаха и его посланника, Саида Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Вот они люди.
А их не убьешь, если даже они думают, что они их убили. Таких не убивают. Они живут в наших сердцах, наших дуа. Мы их любим ради Аллаха.